Раз. Все, ребят, всем привет, просыпаемся. Да. Я видел, кто спал, кто в телефоне, я тоже вижу. Ребят, всем привет, я Тахир из Москвы. Сегодня я вам буду рассказывать про наш проект «Самовар», а именно про наш новый проект, который называется «Самовар Телетур». Сейчас я вам о нем расскажу, это большая... что? Это наш пилотный проект. Мы собираемся сейчас ездить по России, снимать передачу «Самовар». Как только я расскажу про наш проект, мы вам включим отрывок из нашей передачи, вы поймете, что за проект. Я уверен, что вам понравится. А сейчас расскажу, что это такое и для чего нужен. Вчера я рассказывал вам про наши кликбейтные видео, про то, какие темы мы берем для видео. Сейчас мы более подробно об этом расскажем. Сперва цель проекта. Мы хотим через нашу авторскую передачу сделать следующее. Популяризовать национальную среду. Создать и распространить современный информационно-развлекательный контент, соответственно, татарский контент. Развить татарское самосознание у молодежи, основанное на культурно-традиционных ценностях. Сплочение и объединение молодого поколения и знакомство с фактами нашей богатой самобытной истории. Наша задача, какие мы поставили перед собой задачи, это широкий охват целевой аудитории во всех субъектах Российской Федерации и стран зарубежья. Чтобы все общественные организации знали друг о друге, мы как раз это и делаем. Установление контакта с татарскими общинами за рубежом. Есть у нас делегации, которые приехали из-за рубежа. Поднимите руку. Нет никого. Сотрудничество, взаимопомощь с региональными общественными организациями, создание качественного контента, интересного и актуального, увеличение количества подписчиков до 10 тысяч и далее. То есть мы поставили первоначальную задачу увеличить наш YouTube до 10 тысяч, а затем уже другие цифры будут. Что нам нужно для того, чтобы реализовать этот проект? Это подходящие условия для работы, современное оборудование, покрытие расходов поездки и создание контента, продвижение в социальных сетях и сети интернет, реклама и сотрудничество с другими проектами, то есть чтобы нас могли рекламировать другие татарские блогеры и другие общественные татарские организации. Сейчас мы с вами посмотрим отрывок из нашей передачи, вы посмотрите, оцените и потом задавайте вопросы. Называется выпуск «Татарочка угадывает известных татар по фотографии». Не знаю, как сейчас правильно говорить на камеру, если честно, чтобы никого не обидеть. Самовар. Всем привет, меня зовут Рушана, я учусь в РУДН на 3-м курсе, направление гостиничное дело и туризм. Сегодня на передаче «Самовар» мы будем угадывать татар по фотографии. Готов? Конечно, да. Начинаем. Его я узнала сразу. Это Габдулла Тукай. Он умер очень молодым, 27 лет. Это поэт татарский. Его очень много кто знает. И умер он, к сожалению, от туберкулеза в таком молодом возрасте. Но после себя все же успел оставить много произведений. Следующий. Юсупов. Дамир, если я не ошибаюсь, Дамир Юсупов. Не помню имя, но я помню, что это братья. По его хитрым глазам видно, что он вот предприниматель. Зайнидин Агафуров. Семья Агафуровых ИКВ. многое сделали для татар и после себя оставили целое наследие. По фотографии можно сказать, что это поэт. Однозначно. Поэт. А вот имя я не могу, не знаю еще, если честно. Маджид Гафури, татарский и башкирский писатель. По его форме видно, что он однозначно футболист.
футболист Марат. Марат. Да. Фамилия? Марат. На И. Измаилов. Измаилов. Измайлов. Измайлов. Марат Измайлов. Это бывший президент Татарстана. Кстати, первый президент. Имя, фамилию вот сейчас на языке точно озвучить не могу. Он сейчас является советником в Татарстане. Такое тоже бывает. Все можно сейчас Татарский поэт Мусат Шалиев. Мустафа Шалиев. Не будем занимать ваше время драгоценное. Потом посмотрите, кому интересно. Задавайте вопросы, давайте. Сколько у вас сейчас подписчиков на канале? Почти 4000. Смелее. Самый острый вопрос. А есть патроны? Патроны? Спонсоры? Нет спонсоров, мы сами по себе это все Вы организовываем. рассказываете тогда о том, что нам нужны спонсоры? Мы как раз, смотрите, да. Есть специальная ссылочка, можно создать. То есть, что нам нужно, мы перечислили. То есть, вот, подходящие условия для работы, современное оборудование, покрытие расходов, продвижение в социальных сетях и реклама. Оно не нужно от нас, как бы, да? Мгм. А ты можешь сам это сделать. Да, безусловно, безусловно. Вы должны постоянно в каждом видео говорить о том, что нам нужны донаты. Будем это делать. Спасибо большое. Так, еще вопросы, ребят. Те, кто спал. А вообще смелых нет, да? Да, все, жду. Сейчас Леша. Да, да, да. Да, вот спасибо за вопрос. Как раз таки цель проекта это не просто, мы же сделали съемку в Москве, мы хотим начать ездить по селам, по городам, по маленьким, по большим, по всей России и снимать эти выпуски с вами, друзья, чтобы о вас знали, чтобы о ваших общественных организациях узнали, чтобы знали вас, чтобы вы стали публичными. Мы хотим это сделать именно с вами, чтобы каждая общественная организация приняла в этом участие. Какова языковая практика данного проекта? Просто девушка разговаривает на русском, скорее тоже, да? Да, девушка разговаривает на русском. Есть такой момент, что очень много татар не разговаривают на татарском языке, но при этом они не перестают быть татарами. И для многих татар это большой стресс, когда они приходят, и люди не говорят с ними, допустим, на русском, они, расстраиваются, не хотят как-то... То есть им это не нравится. Конечно же, мы пропагандируем татарский язык, и у нас есть выпуски на передаче «Самовар» полностью на татарском языке. Мы это будем делать больше, дольше, может быть, в дальнейшем мы будем делать либо титры на татарском, либо на русском, мы это будем модернизировать все. Там девушка как-то поднимала. Ага. Так, да. Вопрос, чем у вас будет отличаться, когда вот вышли сейчас блогеры и дороги? Это будет что-то похожее? Что за проект? Блогеры и дороги. Блогеры и дороги? Да. Что такое от Насти и Дерева? Я не слышал о таком проекте. Вот они, в общем, ездят тоже по селам, по городам. Маркетинговый То есть, в чем ваша будет фишка? Допустим, вот есть казанские музыканты современные, это Митя Бурмистров, у него был проект, он ездил по татарским селам и встречался с людьми, которые играют на инструментах именно татарских, которые уже все утратили свою актуальность, и на них уже никто больше не играет. Вот он сделал такой проект, у него была такая фишка, то есть баян, вот это все там наши знакомые, да, то, что вот у нас есть, а там были инструменты, на которых играют 5 человек, да, максимум, допустим, именно в этом селе, и все. Смотрите, у нас татары живут в разных регионах, и у каждого есть своя особенность. Фишка нашей передачи будет в том, чтобы рассказать, какие особенности, например, у астраханских татар, либо у казанских татар. И наша фишка как раз будет в объединении, чтобы все татары мира между собой общались
и создать между ними мост, чтобы каждый мог написать друг другу в любой момент, чем-то помочь, что-то подсказать и так далее. Все, я думаю, уже хватит вопросов. Не буду задавать. Ну давайте все, последний вопрос. Давай. Хочешь участвовать? Ты говоришь, что очень много татар не знают татарский язык. Почему ты тогда не делаешь снизу транслейт на татарский язык? Субтитры. Да, субтитры. Как раз вопрос был задан подобный. Я уже сказал, что мы в будущем это планируем делать. Мы всегда стараемся что-то новое вносить, и это очень хороший будет способ действительно вносить и татарский язык, и, возможно, мы будем, если делать на татарском полностью выпуск, мы можем даже добавлять русский язык, потому что многие не знают татарский язык, по крайней мере, у нас так в Москве. Все, большое спасибо вам за внимание. Подходите, общайтесь, знакомьтесь. Спасибо.